Маждуал, сам Сарнокус, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И знаете, я подключилась, очень спешу, но потихонечку. Вы можете меня видеть в кадре, можете, иногда не будете видеть в кадре, но ролик мне надо записать, потому что вчера у меня не было ролика. А я уже привыкла, что у меня ролики каждый день выходят, да, ролики, влоги. Так что у меня утро. Ну, кое-что я, конечно, уже сделала без вас. И сейчас продолжаю это все делать. Не раннее утро, но, по-моему, где-то около 8 часов утра. В основном, кроме Ибрагима, все позавтракали, все разошлись. Второй сын Джабраил достраивает курятник. Старший сын уехал на работу уже. Дивер тоже с этим подсобничает. Я тут уже управляюсь дома. Так, сейчас я просто поставила в раковину посуду, которую позавтракали. Ничего не готовила, даже яичницу. Мы просто поели бутерброды с хлебом, в смысле с маслом и с сыром. Вот наш весь завтрак, потому что был ранний завтрак. У меня уже варится, так не видно, по-моему, да? Варится мясо на борщ. Отварила уже картошку на вареники. Это у меня заказ. И сейчас немножечко быстро расскажу, почему и как, что у меня тут происходит, чтобы вы знали. Так, как видите, подготовила себе... Нет, не видно. Вот. Картошка, лук, морковь, свекла. Уже все почищено. Вчера начала только ролик снимать, но вчера не получилось у меня как-то это все снять. Соседки приходили ко мне, я говорю, у вас много мух в этом году. Это, говорит, что-то. Я не знаю, что это такое. Или то, что вот у нас такое цветение деревьев, прям вот обсыпаны все деревья во всем селе. Вот вчера я прошлась, шла я домой. Может быть, поэтому они на это цветение, на эту сладость слетелись, я не знаю. Какой-то год их не так много бывает. Ну, хотя в деревне, сами знаете, в селе мух много. Так, ну я пока хотя бы лук буду нарезать, потому что стоять у меня нет времени. Потихонечку вам расскажу. Значит, у меня сегодня 2 небольших заказа, которых я, конечно, говорила, что не буду делать, но в связи с тем, что Танзила в больнице, мне их приходится делать. Какие-то заказы Танзила отдает своей помощнице. Помощница у нее вторая жена мужа. Вы, конечно, об этом сейчас скажете, будете многое писать, особенно новые подписчики, которые этого не знают. Да, у Танзилы есть вторая жена мужа. Кто из них первая, кто вторая, тоже не определить. Но они очень хорошо ладят, если что. Очень хорошо ладят. Они не просто ладят, они дружат. Они вместе работают. Уже Хавушка научилась все готовить хорошо. Она и так хорошо готовила, но уже на продажу все делать. Все-таки первое время же боятся это все делать. И они очень хорошо ладят, друзья, если что. У нас вообще есть такая поговорка. Щеки хешая, цанвордат шенгер хешай. 2 сосношницы не помещались, типа, да, ну если дословно перевести, на одной арбе. А вот 2 жены мужа, они, ну как не помещались, так, это дословно не помещались. Ну, типа не ладили, да, вот такой вот у нас пословица, вот только что в голове крутилось, как перевести. Так что у них все хорошо. Но не подумайте, что я за двоеженство. Нет, ни в коем случае. Я бы, не знаю, я бы не вытерпела сама, если честно. Но они очень хорошо живут. Вот, ну, не просто на камеру. Все люди знают об этом. Что и дети друг друга и любят, уважают. У той 4 детей, вот Танзилы только 1. Вот те 4 намного больше, чем свою маму, любят Танзилу. Это однозначно. И сейчас, когда в больнице Танзила лежит, девчонка присылает ей сообщение, что она 4 раза плакала, что тебя дома нет. Шоколадку ей послала. Вот такие у них дружеские отношения. Алхамдулилла, я этому, конечно, очень рада. И, ну, не осуждайте, не говорите. У каждого есть свои моменты, есть что-то, почему и как. Не буду сейчас об этом говорить. Это их личная жизнь. Так сложилось. Так сложилось, так нужно было Всевышнему. Это не просто ради чего-то, ради праздного чего-то. Ну, так сложилась у них судьба.
Алхамдулилла, они живут, они радуются, они дружат, они как сестры. Вообще их общение действительно как сестры. И меня это очень радует. Конечно, я очень переживала, когда Танзила возвращалась в этот дом обратно. Видите, вообще даже не думала об этом начинать разговор, но плавно перешло на это. Но не будем, короче, это их семья. И что? И вот Хавушка работает там, я работаю здесь, а Танзила у нас в больнице. Ну вот как-то так. Танзиле немного лучше, но не сказать, что намного лучше, немного лучше. У нее температура пока держится такая 37, сами знаете, не очень приятная, 37,2, 37,5. Падает часто давление, но вроде бы лечит. Пойти к ней никак у меня у самой не получилось. Вчера, так немножко расскажу, вчера у меня были... Детей привозила Мадина. Мадина ездила в Нальчик, в Кабардино-Балкарию на обследование Аишки. У Аишки такая проблема, у нее... Вот сейчас она придет с детьми, я спрошу, что она мне 100 раз говорила, но я не запоминаю. Вот на этих местах под кожей выскакивают какие-то вот круглые штучки. Один раз ей у нас вырезали, но они снова и на этом глазе выскочили, и на этом глазе выскочили. Один даже нарыл и спустился, но все равно не то. Они ей мешают. Короче, она в Владикавказе обследовалась, ее направили в Нальчик. Вчера была в Нальчике, на обследование сначала поехала. Оставила 2 малышей у меня. И самое главное, у нее была запись к лор-врачу на вчера. А этот врач уезжал. Тоже, не знаю, в Москву, что ли. Ну, такое стечение обстоятельств, друзья, получилось. И говорит: мам, может быть, ты Мухаммеда в обед уложишь, а с Абдулмаликом все-таки пойдешь к этому сурдологу, к врачу, потому что в феврале у Абдулмалика был отит. Они лежали в больнице, даже делали прокол в ухе. Короче, проблема везде. Это была целая история вчера. Мухаммеда уложить в обед, конечно, у меня не получилось. Поехала с детьми вместе на такси. Назвала адрес. Я-то не знаю, ну, примерно я знала, что камертон где-то находится, но опять-таки как-то не включаешь же это, когда тебе это не надо, тем более. Ну, думаю, таксисты же знают по геолокации, там, находят, ага, уже плачут, едут. Хаел, поздоровайся, пока ты не уехала с моими подписчиками. Привет! Плачет, да, Мухаммед? Все, ты едешь сегодня, Хаерзл? Едешь уже? Хаел, тякать, хаел. А ты не боишься? Плакать не будешь? Не будешь? Все, мама меня зовет, да? Ну все, сейчас малышей уже привезли. Так, ну все, их отправила. Мухаммед ревет, как резанный. Уехали. Надеюсь, все у них будет хорошо. Так, мяско чуть-чуть еще должно вариться. Да, и вот начала рассказывать вам. А меня увез таксист, высадил. Говорит, вот там где-то должно быть. Какой там должно быть? Мне пришлось почти улицу идти обратно. Делай свою работу. Почти всю улицу с заснувшим Абдулмаликом, за ручку с Мухаммедом. Вот, еще выше. Хамдеда. Ага. Сейчас шторку будем завешивать. Дошли до клиники. Там очередь. Посидели. Часа 2, наверное, в очереди сидели, зашли. Истерику закатил Абдулмалик. Он ни в какую не дал врачу смотреть. Это было что-то, короче, друзья. Но все-таки кое-как посмотрели, выписали, что нужно. Мадина как раз успела. Так, будем делать сразу же зажарку. Вот такая вот у меня была вчера канитель здесь. Какой там снимать? Я так устала с этими детьми, как будто бы, я не знаю, как будто бы я весь огород спахала. Тем более Абдулмалик плачет. Мне с ним же хочется плакать. Это не просто плач был, это была такая истерика. Он просто увидел врача уже, увидел, ну такая маленькая штучка была, что нужно вставить в это. Он увидел эту штучку уже, такую истерику уже закатил. Мадина говорит, он же, говорит, помнит, как ему прокол делали. И поэтому, говорит, так истерил. Вот. Сейчас у нас на данный момент Мухаммед истерит. Абдулмалик спокойненько так смотрит на него, удивленно, что ты делаешь, что ты так орешь? А он без мамы не может. Наоборот, младший, видишь, сколько мух.
И главное, вот эти вот огромные мухи. Соседки тоже жаловались, что вот огромные мухи. Ну, все больше. А, вылетела уже она тоже. Вот так, хотела быстрее, чем дети придут, убраться, но, вернее, не убраться, убралась, приготовить. Ну, ладно, я успею все это сделать. Мне нужно сегодня вот этих 2 заказа сделать. И еще тензили на обед тоже просит голубцы, чтобы были. Вернее, не просит, я спросила ее, что она хочет, сказала голубцы. Так что вот так вот. Вот такие у нас дела. У нас весело. Самое главное. И у меня уже на завтра свадебный заказ. Кур мне привезли. Надо 30 кур почистить, замариновать. А завтра уже с утра начинать жарить. И из 25 килограмм фарша сделать котлеты. Но это уже на завтра, не сегодня. Сегодня вот так вот. Что я еще вчера? Вчера посадила розы 6 штук. 7 штук, по-моему, даже, да. Розы. Посадили мы сегодня с утра 2 дерева с Джабраилом, но не здесь, а в том уже совсем крайнем. Скорее всего, эти деревья будут на площадке у Ибрагима, по-моему. Вот так вот. Что еще? Что еще у нас? Больше ничего не происходило. Зарядки жваль. Ну, пока сейчас отключусь. Ну что, только что были малыши, заходили, чаю попили с Ибрагимом. С хлебом, с маслом, кашку не захотели. Так, ну будут, значит, борщ есть. Наверное, мамка утром покормила их. Я, правда, еще не переписывала с ней, не знаю, они в пути. Пусть едут. Так, посуда у меня накапливается, но пока посуду не буду мыть. Я сейчас быстренько поставлю замешивать тесто, потому что у меня нет теста. Я уже после праздников еще не делала эти полуфабрикаты, не делала, не лепила. Поэтому ни теста, ничего у меня нет. Фарш разморозился потихонечку за ночь. Вчера ночью вытащила, поставила, легла. Так, что еще хотела сказать? Сейчас буду капусту нашинкую, зажарку уже сделала. Сама бульончику попила горячего. У меня немножко проблемы с горлом, не знаю. И голова болит, и горло болит чуть-чуть. Но не сильно. Вчера сильнее болела, если честно, уже потихонечку стало лучше. Так, что еще? Еле успокоился Абдулмалик. Ой, не Абдулмалик. Абдулмалик спокойный. Мама есть, нет этой мамы, ему все равно. Даже когда она уходит, он не плачет. Но вот Мухаммед всегда истерики закатывает. Если мама ушла, то это все. Так, вроде бы микрофон одела. А то я дубль второй у меня. Микрофон не одела. Проговорила 3 минуты. Смотрю, нет микрофона на мне. А без микрофона у меня телефон очень с плохим звуком. Хоть и дорогой телефон получается, да? Так, ну что, сейчас капусту нашинкуем. Давайте прямо на ней. Честно сказать, я уже не хочу эти мелкие заказы делать. Совсем. И там мне в комментариях где-то под давнишним роликом пишут. Ну, нет. Она там рассчитала мне, сколько у меня пользы за манты, что я готовлю. Это, говорит, небольшие деньги. Не думаете, что Лейла так много зарабатывает. По идее, да, это, друзья, мы не так уж много зарабатываем, получается. Если бы так еще объем работы был очень большой, другое дело. Но большой объем работы я одна делать не могу, во-первых. Если бы там цех или еще что-то, да, можно было бы. Просто за счет того, что большой объем, можно заработать. Ну, а так ничего, алхамдулилlah. По крайней мере, на такие повседневные расходы денег, конечно, сколько бы ни зарабатывал, не хватит. Я сегодня как раз со сыном разговариваю, я говорю, ну, про одну нашу родственнику, я говорю, я не понимаю, зачем она пошла на работу. Он говорит, а денег, говорит, сколько бы ни было, их мало. Так что вот так вот. Надо мне вот это вот тоже купить. Никак не доберусь до этого нашего магазина. И
Я одной моей подписчице, но у меня записан номер. Обещала, сейчас да и заодно и вам покажу. Обещала вот эту вот скалку. Ой. Маша растеряешься, сорвала микрофон, сорвала эту губку с микрофона. Так. Хочу показать вам все-таки. Ну, опять сорвался, что ли? Что-то у меня вот эта вот штучка. А, нет, не сорвался. Скалку помните, которую я делаю квадратиками и мантой? Тоже надо в этот магазин сходить, купить. Не я ей обещала. Номер у меня ее сохранен, я ей обязательно куплю и отправлю. На Валберсе я что-то их сколько не забивала, я их пока не видела. Не знаю, может быть, вы видели, может быть, на Озоне есть. На Озоне я никогда ничего не заказываю, на Валберсе заказываю. Но они у нас, по-моему, стоили около 400 рублей, не дороже. Точно не могу сказать, но не дороже. 389 или 398. Вот такая вот цена у них была, если я не ошибаюсь. Я покупала еще одну зелененькую. Она сейчас далеко не буду. Так, сегодня и Брашка за няню, да? Поздоровайся с моими. Я снимаю. Доброе утро. Страна, да? Махалел раз. Так трудно ты поздоровался. Мухаммед ходит с бутылочкой, пьет какую-то воду. Я спрашиваю, ты ему дал бутылку? Он говорит, нет. Отобрал бутылку, у него начал реветь. Так, сейчас будем замешивать тесто быстренько. Но не на камеру, я быстро поставлю сейчас без вас. Быстренько, потому что некогда мне снимать сегодня тесто. Вы его много раз видели. Вот, к 12 часам мне нужно отправить один вот этот заказ. И у меня еще один такой заказ, знаете, всего понемножку. Не хочется тоже с этим возиться, но придется. Три, по-моему, да, я где-то записывала. Что у меня в том заказе? 3 куриных рулля, 3 говяжьих рулля, 6 котлет по-киевски, 6 по-французски из куриной грудки. Но куриную грудку я уже вчера отбила, посолила, поставила. 6 шарлоток и 10 обычных котлет. Вот такой вот заказ. Просто вот они все разные и понемножечку. Но все равно же надо возиться с этим, да? Ну ничего, справимся. Я не жалуюсь. Просто действительно в последнее время не люблю эти мелкие заказы, не знаю. Так, если по большому счету посмотреть, то и заработок с них не очень, да? Если бы вот, да, вот целый день вот такие заказы делать, но я для чего это говорю? Тем, кто вот занимается этим, или кто, не то что занимается, кто занимается, это понимает, кто хочет этим заниматься, что в принципе не очень много с этого ты заработаешь. Просто вот, например, по 3... Где сын? Обиделся? А тот где? حاولي هشوف حاولي هشوف يغاو هتصنش يغاو حاولي يا ماما يسألني ماما يجي كويس هاتوا все, он с Ибрагимом уже не дружит. Я говорю, поссорился с ним, он говорит, кивком, да. А? Да, минут через 10. Дух Дези? А? Met van wie? Van wie? Jet weet. Его не видно. Побить его, говорит, да. Ед ты ведь, не Брашка? Ед. А вот мы тебя сейчас будем бить. Давай вот этой вот теркой будем себя сейчас бить. Так, Ибрашка, мне нужно срочно найти вот эту вот леску. Леску. Спроси, у Джабраил говорил, есть. Да. Спроси у Джабраила. Надо повесить эту шторку быстренько. Мухаммад. Ва, Мухаммад. Мова Абашка. Он его Абашкой зовет. Мовись. Ой. Итер, Хансо. Итер. А почему ты врешь? Он же тебя не побил. Спрашиваю, он тебя побил? Он говорит, да. О, пошбуц амауха. Итер, Хансо. Алчах Итер. Ибрашкас. Ты сейчас в кадр попадешь? Как медвежонок. Где телеска? Несите, а то эти мухи меня не оставляют в покое. Так, все.
Капуста пускай теперь варится. А это дома не сидят? Одень ему, что ты его на руках таскаешь? Кроссовочки одень и пусти его. А, ты все-таки неравнодушен к Мухаммаду, да? Вахарха! Вахар, подружиться дрожью. Мухаммад. Дикви, брешка. Ва, Мухаммад, хахцаюх. Неправильно. Хахцаюх, это кроссовка. Хахцаюх. Вошкугаюх. Интересно, почему дети всегда одевают неправильно обувь? Вот даже случайно правильно ее не одевают. Так, вы, конечно, на мой бардак под навесом. И здесь не обращайте внимания, вы просто посмотрите на шторку. Короче, повесила вот такую шторку, и там на полках тоже. Все нужно делать, пока не успеваю. Ну вот, повесила, теперь мух не будет. Я надеюсь. Повесила темную специально, потому что пацаны со стройки, сами знаете, потом просто не отстирать. Ее-то все равно я стираю почти в неделю 2 раза, и то, если не больше, приходится стирать, потому что от того, что она темная, это не значит. Просто потом, если светлую вешать, я любила и белую, и кремовую вешала, просто не отстирать, потому что они и после стройки заходят, и, короче говоря, пачкается. Такая, не знаю, вот такая у меня проблема, да, повесила темную. У меня, хотя и вот видите, и на окне темная. И на окне тоже бардак. Показываю, как есть все, что есть. У меня точно такая же и на окне висит. Так, ну вот, рабочее место. Меня просили показать рабочее место. И как устроить рабочее место. Ну, вы знаете, друзья мои дорогие, я же не могу знать, что у вас, как устроить рабочее место, насколько кухня большая, маленькая. Ой, застряла у меня. Был вопрос в комментариях, друзья, как вы обустраиваете свое место рабочее, именно из-за того, что тестомес и тестораскатка тяжелые. Да, я долгое время ставила их на стол, на этот обеденный стол наш, и поднимала, и снимала, и убирала, и они у меня стояли там на тумбочке где-то, вы, по-моему, видели даже. Это очень трудно, но вот я купила вот этот вот стол специально и работала до последнего на этом столе. Этого места мало, однозначно. Тестомес все равно приходится убирать. Иногда, чтобы его не поднимать, я делаю так, как он стоит, но приходится убирать, поэтому я же не знаю, какая у вас кухня. Да, чтобы их не переносить, вам по-любому, если просто не для работы, для дома, эти аппараты все-таки тяжелые. Они тяжелые, каждый раз их поднимать, каждый раз их ставить, если нет мужчин дома, чтобы вам помогали, они же не сидят дома у нас рядом. Поэтому не знаю, как-то, если прежде чем купить просто не для производства, подумайте, нужно ли вам такие большие. Потому что я знаю, есть тестораскатки более маленькие. Ну вот даже, вот как весы стоят у меня, вот типа такого. Есть тестомесы, тестораскатки итальянские даже. И, по-моему, очень хорошие. Я даже в кафе где-то видела, сколько заходила, она все время с этой тестораскаткой работала и очень хорошая была. Есть такие, поищите, если не для производства. Потому что если места мало, действительно, эти штуки тяжелые. А в такой кухне, ну, не рабочей кухне, скажем, да, где вы просто встречаете гостей, кушаете сами. Конечно, они некрасивые, чтобы они стояли всегда так. Так что подумайте много раз, прежде чем купить. Ну, у меня она и рабочая, и столовая. Вообще она, в принципе, совсем на заднем дворе у меня кухня. Когда-нибудь, я надеюсь, у меня будет, да, другая новая кухня. Там тоже немножечко процесс прошел, пока снимать, показывать не буду. Но все у нас идет везде понемножку. То курятник, то там, когда на улице дождь, в новой кухне немножко поработает. Когда на улице светло, достраивает курятник. Потом еще и уже, по-моему, с завтрашнего дня он уже и на работу выходит. Так что все будет очень медленно у нас протекать. Ну ничего, алхамдулилlah, все будет хорошо. Ну вот как-то так, друзья. Вот вам бардак, когда я работаю. Как видите, сейчас быстренько приберу посуду. Борщ уже сварила. Нет, первым делом я поставлю делать тесто на вареники. А потом уже, пока оно будет лежать, уже справлюсь со всей другой работой. Вот как-то так. И мясо мне сегодня еще везут, не знаю, 15-20 килограмм. Звонила моя мясник, пусть будет так. Говорит, красивое мясо прислать тебе. Хотя у меня есть мясо, ну, если хорошее мясо, то пускай будет. Молодое, говорит, красивое мясо. Посмотрим, как пришлет. Так, один заказ у меня почти готов. Вареники налепила. Вот.
Ну, еще один лоточек там, короче, 2 порции. Без вас, друзья, потому что я спешила. У меня же еще один заказ, я вам говорила, но она сейчас позвонила и опять перенесла на 4 часа. Уже 3-й раз переносит свой заказ, но у меня просто приготовленные фарши, как видите. Вот видите, приготовила для всего 3 разных фарша. Такси уже приняли заказ, через 5 минут сказали будут, но я немножко жду, чтобы не закинуть вареники. Тут дядя кормит малыша. Тебя не видно, не беспокойся. Борщом. Абдул-Малик проснулся, спали оба и Мухаммед. Я не показываю тебя. Или показать тебя? Нет. Что дядя хороший, да? Вот. Да. Вот так, немножко тебя покажу. Не надо. Все. Абдул-Малик, хози борщ. Хози. А ты что, убрал? А, нет. Слюнявчик. Медь ванвархуня. Чего медь ванварх? Машаллах. У нас Абдул-Малик намного лучше, чем Мухаммед, да? Хотя Мухаммед сейчас тоже уже все успокоился. Так, ну мы теперь, наверное, сейчас это отправлю и сделаю быстро танзили голубцы. Капусту я тоже уже пропарила. Сейчас первым делом, наверное, сейчас этот заказ отправлю, а потом танзили отправлю спокойно. И потом уже еще один заказ. И потом буду кур чистить. Ну вот, борщ налили, теперь крышками закроем. Вареники варятся. Надеюсь, к приезду такси тут сразу же сварятся. Сейчас микрофон отпустила. Так, немножко перелила, когда заливала. Буду, потому что вдруг зелень не любят. Я без микрофона туда-сюда хожу. Так, масло утрясется, пока будет ехать. Все, давай пакет, все. Так, мои дорогие, подключилась буквально на минутку времени в обрез уже. Что-то я замешкала с этими заказами. Так, теперь у меня осталось немножко последнее сделать шарлотки. Сейчас духовку уже поставила разогревать. Значит, было бы здорово, если бы на один противень. Время, конечно, поджимает. Я еще не налепила обычные котлеты, хотя фарш, все приготовлено. Вот я как-то упустила время. У меня же запасом было время. Ну, пока с детками, пока мы обедали. Потом посуду стала убирать. Я не знаю, где-то я потеряла время все-таки. Ой, какая жара. Так, девочки, вызвала такси. Уже, как видите, укладывала. Не успевала вам снимать. Но все-таки до конца решила. Вот уже... Ой, почему так мутно показывает? Ибрагим поехал на мойку. Так, спешу, девчонки, потому что... Чтобы водитель не стоял. Так, к сожалению, оказалось, они у меня как-то в разброс и длинные, и короткие. Почему так получилось, я не знаю. Наверное, на праздники спешила. Так, сейчас порвала перчатки. Камеру включала, сняла перчатки. Так, ну неужели у меня коротких нет? Еда вся готова, просто сейчас оформить ее надо. Вроде бы вовремя. Сейчас нет, все длинные. Ну вот закон подлости, а. Три нашла короткие. Неужели у меня другой кулечек был? Сейчас, минуточку. Ну вот, оказывается, у меня были это длинные. Сейчас их пока просто уберем, потом подровняю и положу в кулечек. Так. Вот пусть большая тут. Так. Видите, короче. Сейчас теперь куриные нанизаем.
Неужели машина приехала? Сигналит кто-то. Я еще не положила. Так. Вроде бы должен позвонить водитель, не звонит пока. Горячие. Так, ну все, сюда больше ничего, просто одни люля. Так, лучок, лучок. Так, я общаюсь, снимаю. Не знаю, на чем остановилась. Оказывается, выкинула меня. Это самое. Ой, горячее. Память заполнена была. Выкинула меня из съемок. Не знаю, на чем останавливалась, девочки. Так, теперь будем класть шарлоточки. Пережарила, по-моему, чуть-чуть передержала шарлотки, девчонки, мальчишки, а также их родители. Мне кажется, я шарлотки передержала. Сейчас, минуточку. Вот какие красавцы. Ну ничего. Такси еще не назначили, между прочим. Сейчас быстро запакую и пойду на намаз. Хотя бы на минуты 3-4 надо было раньше. Или вы знаете как? Скорее всего, что у меня случилось. Я выключила, а из духовки не вынула. Мы чего-то? Сарида Мула, мама, я не цанда вот тебе, хорошо? Его, да? Так, ну все. Малыш пойман. И заказ готов. Сейчас отправляем. Возилаш. Абдулмалик. Абдулмалик где-то один носок потерял. Хажул Абдулмалик, мы чай бургут. Хажул, да, я бургут. Хавали. Хавали, возьмем бургут. Хавали. Хавали. Ой. Мухаммед, вали лоусын сабургутся. Мухаммед что-то к вечеру немножко погрустнел у нас. Ага, все, пошла драка за мяч. Ага. Так, Аишку прооперировали, если что, друзья. Я сейчас немножко отдыхаю. Правда, я уже приехала, привезла цыплят, но это будет в другом ролике. У нас уже ночь. Дождь на улице сильный начался. Не знаю, что будет. Такая гроза. Не просто дождь, а гроза. Аишку прооперировали, но из-за того, что ей сделали под общим наркозом, их сегодня не выписали. Они остаются в больнице. Вроде бы все нормально пока. Алхамдулилlah. Абдулмалик. Вот так. Вот с ними вот и играет. Сейчас немножко отдохнем, и мне надо... Купили бензин, чтобы вдруг, если свет потухнет. Обычно у нас быстро свет тухнет, когда такой ветерок и дождь. Потому что у меня еще 30 кур, которых нужно почистить, осмолить, разделать и замариновать. А? Ну, я говорю, бензин принесли. Куда они делись там? Куда они там делись? Абдулмалик, иди валяйтесь. Ой, сейчас их надо покормить. И потом я займусь работой. Цыплят пока просто оставила в коробке. Мне и с цыплятами же надо уже заняться. И что-то я 10 цыплят не взяла, забыла. И она мне их не закинула, и я их забыла. Занесла стирку. Я уже постирала все зимние вещи. Дождь начался, все занесла, быстро закинула. Ой, хагот меня, хагот. Это у них вон домик, шалашик такой. Ну, не знаю, какой будет длинный ролик, короткий ролик, но вот сколько будет, столько все ваше, будете смотреть. Ой так, Тима мы человек. Человек, вера мамы человек.
Хаяхкут, а вокут хурраил ты гыцер. Давай, Аксел. Ага, Абдулмалик пошел прятать мяч. حاولي حق السلوت Абдулмалик, мы что لا Абдулмалик, дали Мухаммеда бургус дали. Дали бургус дали. Вот так. Не зря я его, походу, купил. Что нельзя? Не зря купил мяч. Носок одень ему, где он носок потерял? И тот без носков. Он часа 2 так ходит. Я так и не нашел его носок. А мы что, уже 2 часа как ездили, что ли? Почти. Ничего себе, за 2 часа я бы уже 30 кур почистила бы. Время много потеряла. Ладно. Ну ладно, все. Всех благ, мама, мои дорогие. Мяч да лучше. Ну вот как-то так.